В столице Абхазии проходит 5-й международный фестиваль, посвященный творчеству писателя Фазиля Искандера. В рамках фестиваля состоится показ документального фильма о жизни и творчестве великого писателя, воспевавшего Абхазию. Фестиваль «Стоянка человека» впервые прошел в Абхазии в 2015 году и уже стал традиционным. В этот раз он проходит в год юбилея Фазиля Искандера. Выдающемуся писателю современности, автору множества книг, вошедших в Золотой фонд мировой литературы, в этом году исполнилось бы 90 лет. Это 5-й фестиваль, и фестиваль юбилейный, и год юбилейный для нашего соотечественника, классика русской литературы Фазиля Искандера. Какая идея фестиваля была изначально? Собирать в Абхазии каждый год художников, режиссеров, литераторов, искусствоведов, всех, на чье творчество, идеи писателя, его произведения оказали большое влияние. И кураторы фестиваля Шазина, Горбай Алексей, Шарбашидзе, они нам предложили документальную историю, то есть год, когда можно посмотреть такой ретроспектив. Все наши мероприятия имеют целью то, чтобы человек захотел прочитать Искандера, захотел открыть его книги. Мы понимаем, что мы живем в такую цифровую эпоху, когда сегодня не так много читают. Но тексты Искандера, они особенные. Можно, сделав усилия, хотя бы однажды попробовать и понять, какое влияние они имеют. Я каждому рекомендую, не страшно, если еще никто не читал. Перед показом фильма «День жизни» или Фазиль Искандер генеральный директор Русдрама Ираклий Хиндба обратился со словами благодарности ко всем, кто помог фестивалю состояться. Президенту Абхазии, Министерству культуры и Международному фонду имени Фазиля Искандера. А также отметил, что театр с гордостью несет имя писателя. Режиссер Ибрагим Чкадуа работал над документальной трилогией с 2003 года. Он по крупицам собирал информацию, архивные фото и видеоматериалы о выдающемся писателе. Вообще Фазиль вошел в мою жизнь в детстве, когда начал детские рассказы читать, а потом всю жизнь сознательно меня сопровождает. Это такое добровольное сопровождение, потому что тема Фазиля, она уже первый фильм был снят в 2003 году, и вот трилогию я закончил вот в этом году. Они все разные, собственно говоря, эта композиция трилогии такая же, как и у Фазиля, то есть он много маленьких историй в одну большую повесть может собирать, и я попытался то же самое сделать. Искандеровская Абхазия – удивительный край, где между горами и морем расположились город Мухус и село Чегем. Писатель сделал свой дом центром художественного мира, а его обитатели – родственников, соседей, знакомых – главными героями своих произведений. Так Искандер открыл маленькую Абхазию для остального мира. Нет, не ради славословий, экзотических причуд, нам в кофейне черный кофе в белых чашечках несут. Сколько раз в житейской буре обездоленный мой дух обретал клочок лазури после чашки или двух. После просмотра вдохновленные зрители поделились своими впечатлениями. Искандер для меня в первую очередь это Чик, детство Чика. И первая любовь к литературе в семье тоже прививалась через Искандера. И, конечно, фильм обо всем этом напомнил. И немножечко и грустно, и ностальгично, и хочется верить, что Абхазия такая и есть в нас внутри. Может быть, немного придуманная, но все равно она узнаваемая и очень близкая. Я уже участвую во всех фестивалях, проводимых в честь Фазиля Абдуловича Искандера. И сегодня особенно было приятно просмотреть трилогию Ибрагима Чкадуа, талантливого, конечно, режиссера. Сегодня он просто так лаконично, динамично, абсолютно не растянуто. Вся история и биография не только самого Фазиля, но и всей нашей маленькой Абхазии. Таким образом, фильм о судьбе и биографии Искандера, о его связи с Абхазией, литературной и человеческой, завершен. И можно сказать, что фестиваль «Стоянка человека» – это не только одно из ожидаемых культурных событий Абхазии, но и своего рода мост, объединяющий всех почитателей творчества великого писателя с его родиной – Абхазией. Эсма Гуланзе, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.